Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. День мира в Чечне или большая точка десятилетнего конфликта? Сегодня режим контртеррористической операции поставил точку сегодня в том локальном конфликте, который проходил на территории нашей республики. Республика отметила годовщину отмены режима КТО. Внешнеполитические отношения, экономика, заработные платы, дефицит лекарств. Что волнует россиян? Что вы готовы сделать, чтобы мы смогли создать новую модель роста? Владимир Путин провел 13-ю прямую линию. Первые шаги масштабной перестройки. Ориентировочная продолжительность выполнения этих работ установлена для руководства штаба 3 месяца. Реконструкция Долинска началась. Республика отметила День мира. 6 лет назад Национальный антитеррористический комитет по поручению Дмитрия Медведева ровно в полночь поставил точку в десятилетней операции против террористов. Своим решением руководство страны подтвердило, что республика является безопасным регионом. Как известно, сегодняшняя стабильность в Чечне далась нелегко. В борьбе за мир своей жизни отдали сотни молодых чеченских бойцов. Имя каждого из них высечено золотыми буквами на гранитных плитах. Память народных героев почтили возложением цветов. Безмолвные камни, на которых золотом высечены имена погибших в годы контртеррористической операции. Дань памяти всем тем, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом. И нет ничего удивительного в том, что празднования по случаю Дня отмены КТО в Чечне начали с возложения цветов к величественному мемориалу. В парадных костюмах представители силовых структур во главе с министром МВД Русланом Алхановым почтили память всех погибших сотрудников. Сегодня мы вспоминаем в первую очередь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Албахамидовича Кадырова, которому мы обязаны всем тем, что у нас есть. За мир, благополучие, счастье нашего народа он ушел из жизни непобежденным. А также 1500 наших боевых товарищей сложили свои головы, защищая интересы нашего народа, обеспечивая безопасность населения. Церемония возложения цветов завершилась прочтением дуа за всех погибших в годы КТО. Торжественное мероприятие прошло и на территории мемориального комплекса «Аллея славы». Перед собравшимися выступил спикер парламента Дукваха Абдурахманов. Мирная и процветающая республика – это заслуга бесстрашных воинов, погибших при исполнении служебного долга. Мы не вправе забывать их подвиг, отметил председатель законодательного собрания. На этом пути мы теряли, проводя референдум, выборные кампании членов избиркомов. Здесь стоят главы районов, среди них 4 человека погибло. Министры были ранены, кадиев теряли, участковых теряли. А сколько из федеральных частей? За все мы должны, память отдавая, с благодарностью эти дни вспоминать. Это прошлое. Чтобы оценить сегодняшнюю вот эту картину «Ясный день», золотой город по заветам Ахмата восстановленный, воссозданный, оформленный для нас, для мира, для счастья наших народов Рамзаном Кадыровым. Не сказать это, не оценить тому, кто не видел, если не напомнит то, что было. Затем муфти республики прочитал молитву, и собравшиеся возложили цветы к мемориальной плите памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Луиза Батыжева, Хамзат Аюбов, Муслим Типаев. Новости. Грозный стал местом основных торжеств по случаю Дня мира. В Государственном театрально-концертном зале столицы собралось официальное заседание во главе с Рамзаном Кадыровым. В рядах приглашенных все, кто имеет непосредственное отношение к установлению мира в Чечне. Для тех, кто собрался сегодня в театрально-концертном зале, эта дата не просто праздник, а цель, к которой они шли в течение долгих лет. Силовики, руководители министерств и ведомств, духовенства. Многие из этих людей были в команде Ахмата Хаджи Кадырова, которая и начала путь во имя установления мира на чеченской земле. Начало официального мероприятия ознаменовало исполнение 2 гимнов.
Первым на сцене выступил глава региона Рамзан Кадыров, подчеркнул, народы Чеченской Республики должны помнить, какую цену пришлось заплатить за то, чтобы этот день наступил. داخر وخز خليت نيز خليت دونا قاعش بول نحبوش واحد إيش دوق ويلوش ونحجي شادلك عمدو على دوق تيش دوي نحجو بيج ووتك عمناش شابلك جدون أختارنا يلشوا زعم دعيالله كتو أتمنيتين نو وين يدق ددق هون أشي كونترستيتش دون رژیم خلیج دان، اپراتیش خلیج دان، на территории республики в целом, так дана, там добьешь, акочва, еще наш хилер, царь дана, парах дахар, лучше хилер, анаган, гушхл халдари дан, общем, وين دين ميدال، ماشي دال، دقيقين دكار دان، ماشي دانا. ودقيقة در مسوى تحبل جانا عيدر بلح بوش أكا كتعت بلح سيرش بوش نا مسرنا دونا ل حنجوا لا شولشن للامجوا لا شولشن Рамзан Кадыров вспомнил, как начинался этот путь. Времена, когда Чечня ассоциировалась со словом «война», когда ни дня не проходило без террористического акта. Глава республики отметил, что первым шагом на пути к миру и процветанию стал референдум. Ausens eldana, شبوه خسرتن أله أعمد عش شابريجي politics analytics كريمل عبال شستو دانا دعلايش كرومي بريزيدنت بوتين دانا ببرستاويتنا خلق وريفرندوم يح وي داخل نيق بالقلب عقنا إذا داخل نيق بالقلب عقنا بفرض نيق دانا أعمد عشة شاشينا وشي كنشنا أصنا وسيخن أصنا الخلق شو سيد حنيوي هالر بيربو وشق باقربو أردانا عبولن بوفبونيا إذ أم شالخ يزام توم شق بالك وين حم بعشي دانا مخ لا شخلتي مخ تخلتي وماسشنم إتلا شق بال صار دانا رولك شو طبعا صار سولج شقوس طبعا صار يزدو مصو كيبر دان ويهبوخ ويدانا سير بيوخل سير إزل ومخه إيش بولش متع بايا مرده يصل ما شلت أم خربو إيش باي أنشن يلزمني يو سيكره خلينا يلزمني يو ال دشنش بايا مرده يصل ما أعمد عشوين إيش وعد يحكنا ويدعبوا النيا ويبيوخم مش ناقش يشردانه دعيخه Отдельно сказал Рамзан Кадыров и про тех, кто не понимает важности этой даты в современной истории Чечни. Режим контрституции полностью полностью города населенный пункт там отменить определенные горные лестничные места операции хинси дона профилактические мероприятия это кстати раушвай на остебу هنداشي وي حنلريز وي لاملر ببيز وي غالالريز تغنا دانا هو دينك تسقيش نخيلش نو إيش نخشوا بوي إيش عمديش بوي دين بوسب يحتخلر تعاشي كويسان بوي إيش بدرس أم ود فايز بوي نوترن فايز كذا من أبرون هو территории دان يعني ديسكاس يشول شو فايز كاش مصر دانا призваны обеспечить безопасность основа дон, мосор МВД, общественный порядок лареш. Ларири порядок. Цанги забавший другие ютрястон. Цай дона, цахлички пархо марках. خلق سي برت بوش خلق تيش خلق تيش. وي أربل وزد كي ناخ ميخ كريبو هر موخ وي لاري بيش بو الدين ميرا الدقيقين هو ديوي لردي دوشتو دون تغن سيري عبارة تدوردو هو بوربات تانا متي ايش غوريا دون شوقع دون سام ديارش خلج شي دلو دوش خلج ايش داون ديانا
jörgel dielu, humslet uwa. Ях цеях, цаадин дож, цаагиллак дож, үез дио цумш. Зудбер иштки над бош, над абанах атталин шейн. Мюлш мюлш абан حوالي история акапатич дона. 90 دون 9% دون. цаадон дас нас китин خي يوتشلهم شو. إسديلهم سندايان سعيد يشيول سيول. نتحط أداكن سمعت دي تراجري يجري دون. تويت حدوردو هيت عشان قاعد يدو. يشيء خبر شو. نحبار دون يورك دون وين أمس بيش حدور دون أشي دون ترى وده شبك على دون. فايز بيدون شيء لو شو ده دي نابو سيكتر شو سبريلتين دون نحش شو دونه شيء كروغيش. كرت ديش يعبول مصومت يودون. إيش نحش جو براكتيس عياش يستون. تاس يدون دياسي هاي ولا يشوف سند دونه وين مودة ديز. وين دونه. Рамзан Кадыров отметил, что готовил для своего выступления не такую речь, но когда видишь столько товарищей, с которыми прошел через многие трудности, на ум приходят другие слова. دقيقاً دون يوزد يحيوش كي جينا كيش دونه صدق ولا هم هذا خيش كيف فرشاد جدون إزديس الملد على دون سلام دون دعس دوس ده أقلان شيء قليل دونه يهو هو الملد بيس وهم ده شيء دونه وي دوق دونه توقي يقول دوق ميرا دون ولا عتيش منها واستخرج شو تخرج من الحلقة ولا مهج لا تقل جيت مساعد عندها ما دات أحسن ده لو يدار مولع دونه برخ داخل لرديش إرسيل نيق ديل دو خلق دو عامل عشوين بالقلب بيقنا دين سي دنيا علمي سي مصو أو غلق سي وعبل نبورفول نيق تغن دنيا جميل بورفول عيلة بجناخ شيء نفدات شعر الشيء نشي شيء آلاه ما دوش دون نتشنايا السودوس كيراوي دونه وعبل نبورفول إن قرآن سي بيامر حد يشتري ده سمار شلتين دون وين نحشي غلق سي أولى برخ سي وعبل نبورفول نيق دبع طول أتادوش طول خزادوش من ده الدنيا عندس خلق الدر وين ويخصوش دلعه خلق الدر وين ويعرض دون هيك دلعه طبعا كمنين إيش يلحق دون ويخلق صعب منين يقدس دون ويخلق إرسية داخل نيق كاتش دون سون ده سون طبعا وين دينا أبو سعد دون سبيروخ ني دون доверие, поддержку Ахмад Хаджи оказывал наш президент России Владимир Путин. Хочу от всего чеченского народа, от нас поблагодарить, близкие слова благодарности. И без его поддержки, понимания, без его помощи у нас ничего не получилось бы. Ахмад Хаджи оправдал доверие президента, а президент все делал для того, чтобы настал мир на территории Чеченской Республики и в целом России. ده مصر وجههم ولا حلق دون ده أولى خلق فيتفليتي فيلق فيتفليتي لازين والله يتفيت فيلق دون ده جيش دون زعزام دون ويقدمشتو القيتم فيتفليت يعدو دلع دون جيش دون سن زسلو جوكار هور ناين بقى سن جوكار بوشه مسيري دون هور يقدر أخا سن ما خا دون ده دون غازت أول دول وبلشنا وسيدات سونش بوشان دون ده مارشال دول خاتم شدان چینا سیگاه شیک وقت بکنه کوک دکن وشو اون خدان تو امیر دیش هیچ حیق یخیت خون دستان دلم دان تا سیموش مچ دان میروش مچ ایمان داشت ورد سون دستی ایش ایمان دانه وید اکچ وید وقت یخیت داشت عش دانه کوکش داشت برگش بوش وید دانه و وجدی بود دانه در ایمان صوب لولتن در دانه تر دوگ В соответствии с указом главы Чеченской Республики сегодня было вручено немало наград. Медали к 60-летней годовщине со дня рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова были удостоены первый вице-премьер Исатом Хаджиев, начальник управления МЧС по республике Руслан Ихьяев, заместитель министра внутренних дел Али Тагиров, глава администрации Веденского района Шамиль Магомаев и начальник управления ГИБДД Шамхан Зинильханов. 4 сотрудника полиции сегодня получили медали за заслуги перед Чеченской Республикой, а 5 вручили медали защитнику Чеченской Республики. После этой церемонии Рамзан Кадыров вспомнил тех, с кем начинал этот путь.
أحمد حجي واللي دائما مصر يتصيب شكاجر كوين دون تغيير عيلي يحيى رسلان شمل شمخان ومينستر رسلان الخانوف آدم صعب تمو عين دشنالشي صعب قونير تخوك يتكلمين دونه وينا وستي دونه شواح دونه عاديش متيجاتر يام دونه دوزل خلصغلر دونه يت دونه جو باقن دونه ميز يت أحشل دازر أحشل دونه يت متيجاتر أو شيء خلر كسوق شيء أيوة دونه تأخذ ميز خان يكن وصل دونه هورجيش دونه هور ناشونال دورdo أحمد عجدونه تخنانا دعوة أحمد عجدونه تخونا مثلا دعوة بيدو خوبيش دونه Руслан Алханов подчеркнул, что для него, как министра внутренних дел, это вдвойне знаменательная дата, так как она означает победу руководства региона над терроризмом и экстремизмом. 6 лет прошло с того момента, как на территории нашей республики был отменен режим КТО. Это тоже благодаря усилиям главы республики, благодаря всем силовым структурам, находящимся в нашей республике, мы навели порядок. Победа над терроризмом и экстремизмом была одержана именно благодаря главы нашей республики, который вышел с инициативы на имя президента Российской Федерации. И тот, поверив главе нашей республики, который всегда сдерживает свои слова, принял решение, был отменен режим КТО на территории нашей республики. Одним из самых содержательных стало выступление председателя парламента Дуквахи Абдурахманова. Спикер тоже вспомнил, как начиналась долгая и трудная дорога ко Дню мира. Вы помните первые дни, когда он пришел к руководству республики, Гудурмес, события, которые там происходили. Хорошо, что сегодня весь народ, это наше достижение, это мечта Ахмада Хаджи Кадырова. Мы в единстве. Для него все мы тогда были. И детьми, и братьями, и внуками. Что своя семья, что народы республики, это была его семья. Потому он ушел в бессмертие, единственный тогда. И по сей день это за фамилией Кадыровых, национальным лидером. Вернул вместе с Рамзаном Кадыровым при помощи Путина. И с той стороны, с вражеской стороны, ставших с оружием против нас, более 8 тысяч человек. Дислирдат не забудем, с дороги его заветов не уйдем. Пока живы, возрождая, теперь уже утверждая новую республику, до конца своих дней пройдем с его сыном, с Рамзаном Кадыровым. Далгазут облдовцы. Дуквах Абдурахманов также отметил роль еще одного человека, который внес неоценимый вклад в общее для всей республики дело. Откуда мы все, о которых сегодня говорили, заходили в ночное, дневное, субботнее, воскресное время, получали отдых, передышку, напутствие, уходили снова за первым президентом, за сегодняшним президентом. Уходили на возрождение республики, на установление мира сегодняшнего дня. Пусть Аймани Несиевна сегодня услышит, что республика ее подвиг не забыла, мы ее помним. Да, Аймани. В зале сегодня находились многие депутаты парламента, в их числе и кавалер ордена Кадырова Рамзан Ильич Хаджиев. День отмены КТО это еще раз показало, что путь, который выбрал Ахмад Хаджи Кадыров, путь по восстановлению исторической справедливости, мира и законности в Чеченской Республике, это был наиболее правильный путь. И сегодня этот путь продолжает вместе с командой Ахмада Хаджи Кадырова глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахмадович Кадыров. Сегодня все, что сделано на территории Чеченской Республики, это итог кропотливой работы руководства республики, главы Чеченской Республики, правительства Чеченской Республики, парламента. Сегодня многие не дожили до сегодняшнего дня. Молитву по всем погибшим в военных конфликтах на территории Чечни прочитал муфти республики Салах Межеев. حبع شول رمضان حجنا دال غودنا قومن دال غودنا قطعاشيكو يوتشا ويسقط تصديش دال أورستيلاتر دو قوين ويدال خير ميلدو ويدال دو علي الميلدو هنا الشدال أوران شابوخ بقول الله دال شيخ خيوش بول شارت حنو
ديكم داش بولشناها تصعنو شيدو عليوش بولشناها تصعنو بوخ ويسقط تزديز دالغيتن بولويخ. Официальная часть мероприятия традиционно завершилась исполнением гимнов, а затем на сцене была представлена культурная программа. Аза Исаева, Султан Умаров, Луиза Юнусова при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. День мира в Чечне отметили народными гуляниями. На центральной площади Грозного собрались тысячи жителей со всех уголков республики. Для собравшихся была организована концертная программа. В атмосферу праздника погрузилась и наша съемочная группа. Песни и танцы можно было увидеть на центральной площади Грозного. С таким позитивным настроением жители столицы встречают праздник мира. Здесь собралось несколько тысяч человек. تانا رمزان حش دا شيدو عدول تملي لوجدك تانا تقول داغيتنا خزني أصلاً شو قاعدوش نخشي قام دو نخشي خلق دو تون ديسون تانا شو قر حلق قداش ديانس دي قدلا. Ровно 6 лет назад по поручению президента страны директор ФСБ России Александр Бортников отменил приказ, объявляющий территорию республики зоной проведения контртеррористической операции. С этого момента началась новая страница в истории нашей республики. Сегодня город Грозный получил звание города воинской славы. Сегодня режим контртеррористической операции поставил точку сегодня в том локальном конфликте, который проходил на территории нашей республики. Эта победа досталась нашему народу очень дорогой ценой. Народ отмечает 16 апреля как день начала мирной жизни. Это одна из самых значимых дат в новейшей истории Чечни. День отмены КТО является фактически признанием победы над терроризмом, ваххабизмом и экстремизмом. وأما تشق بالله ألا وتم خلال دل ددوهر هور نقطة كيرت قوتش هور نقطة دوزل دوغ حش دي أن ددوهر أولمبيسكير عويا نوتان ما يشرن ددولش وام عويا بن ما يشر قيقواش يعلق شقايشر لازدي أشواد نقطة شو سمو ديالتو اشترمت كيخين عادية نيتقول أوتير غوق دارن دق خسخيتش ليه السمو دال خلديز ويقام خلون شلين قام دو وين دقو هونش داخ كنتي دقو خز كنتي لابويلوي. В течение нескольких часов артисты исполняли патриотические и зажигательные песни, а люди, решившие разделить радость праздника, еще раз продемонстрировали сплоченность всего народа. Ахмед Джабраилов, Адам Чекуев, Муслим Типаев, Джамал Эл-Хаджалиев. Новости. Дуквах Абдурахманов поздравил Ислама Кадырова с Днем мира и с присвоением столице звания города воинской славы. Спикер также поблагодарил мэра за его заслуги в развитии Грозного и передал ему книги собственного сочинения, посвященные первому президенту Чечни. Мэр города поблагодарил Абдурахманова за поздравление. Он отметил, что жизнь Ахмата Хаджи Кадырова может служить примером для каждого. Дела человека, отдавшего жизнь за процветание своей родины, сегодня продолжает его сын. И в День мира каждый житель региона благодарит Рамзана Кадырова за мирную и процветающую республику. تسارشنو خيال تسارشنا غون شاخل حين ايماني ومحكماني سنا ديري سلطانا امين اتو نسأخ دا لا تدقي حسون يا دا سلطانا سنا بركه ديري زريدا سن قودين شابلشي ايماني وباتش دي обалять да сен шужара да дали обо. Всенародный праздник отметили по всей Чечне. Районы, организации и ведомства провели массовые акции, приуроченные ко Дню мира. Подробнее о них в следующем материале.
В Шатойском районе День мира отметили автопробегом. Его участниками стали представители администрации, главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций района, а также молодежь. Колонна автомобилей проехала через населенные пункты Шатой, Вашандарой, зоны. Во время остановок участники акции рассказывали местным жителям о значимости этого дня. Boş rejim ayaklı ve Respublika ta investisyonlu programı investisiya yeter. Naçu boş beter ve развитие yeter. Sun devlet sultan ve padşah bandol Ramzan Ahmedovич Kadyrov. Bandol zaayakır nagan paratoy elir dahkar. Автопробег прошел и в Грозненском районе. В нем приняли участие сотрудники районной администрации, главы сел, единороссы и активисты движения «Ахмат». Стартовав от центра столицы, участники акции проехали через станицу Петропавловская и селение Толстой-Юрт, Новый Центарой, Беркат-Юрт и Комсомольская. А в администрации Грозненского района прошел праздничный концерт. Праздничная атмосфера царила сегодня и в Ачхой-Мартане. С Днем мира жители села поздравили сотрудники администрации и творческие коллективы, которые исполнили патриотические песни, а все желающие танцевали лезгинку. Прошел здесь и автопробег, участники которого посетили населенные пункты района. برت بولش ایمان دوش داخل لولون دالتی عبرت کیلوه دال ایمان چاخی دولو. А в Министерстве печати День мира начали отмечать с торжественного вручения всем присутствующим бумажных ласточек, птиц, символизирующих чистоту, добро и мир. В зале собрались видные общественные и религиозные деятели, представители силовых структур. Семьям глав сельских администраций, погибших во времена КТО, были вручены медали и грамоты. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Основная задача первого президента Далды-Алвали, героя России Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, была консолидация чеченского общества, которая была разрознена, которая обнищала последние в силу известных причин. Консолидация этого общества вокруг власти, благодаря его натиску и патриотизму, он форсировал все эти вопросы и настал, вольно или невольно, военная машина была перед фактом, что все институты власти Чеченской Республики созданы, и контртеррористическая операция как таковая не имеет законную силу. Мы признательны главе республики, герою России Рамзану Ахмадовичу Кадырову, который практически смог, убедил, доказал, достиг этого результата, повлиял на отмену контртеррористической операции, в силу чего она была отменена. В Доме культуры имени Махмуда Эсамбаева в этот день собрались актеры, писатели, художники и местные жители. Здесь отметили, что отмена режима КТО стала историческим событием и признанием того, что на чеченской земле окончательно восторжествовали мир и порядок. В Министерстве по делам молодежи День мира встретили ярким концертом. Свое творчество продемонстрировали студенты вузов республики. Поддержать чеченскую молодежь приехали и гости из соседнего региона. Учащиеся Дагестанского государственного университета представили зрителям песни и танцы. Со сцены прозвучали как кавказские, так и зарубежные композиции. Завершилось мероприятие зажигательной лезгинкой. День мира стал праздником, который еще больше сплотил чеченский народ, в числе которых и наши соотечественники, проживающие в других регионах страны. Важную дату для республики отметили в Краснодарском крае. Здесь совершили обряд жертвоприношения, после чего прочитали мавлид. Среди собравшихся как представители чеченской общины, так и богословы и сотрудники различных ведомств. Dünyanın eğertana paydaşlı şuay patçahıyık ştoştal qadala şeydi hadayl mitçahılcı Amerika ahılcı kitahılcı tahana şintak şinoy hoş aqa şintin Douglas'an boldelar Ramzana dalil hoş bolcni qaha aqa to beş bir boq bolq bu vezgil hoş dala aqtan hoqqa daqan hoştal sağsan hoqqa deştoştal mavlsan mosu aqrigi onşka bolçu Отметили праздники богословы республики Мирюды шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, во главе с муфтием Чечни Салахом Межиевым и другими религиозными деятелями совершили обряд зикра у мечети Сердца Чечни. Многократно восхваляя Всевышнего, верующие выразили благодарность Аллаху за мир и процветание на чеченской земле. أخذ الغزو قبول دول أعمل حاجة إشتى تسنة نية الله ديل دعخل رترة
он элчи бусуб динах доглош яқома доглош сагли адала иш тоди да царс хлош дала қиатай бала хло зулум дегастанчо مدى يتيل ويسخلوش دائما مسوخينا شيء نعمة له دول وانتاح. Сайхан Цинцаев, Луиза Юнусова. Новости. 16 апреля – дата, ставшая доказательством успешной политики первого президента, ведь день отмены режима КТО назревал еще задолго до апреля 2009-го. Именно к этому вел Ахмад Хаджи Кадыров – к мирной и благополучной жизни. Избавившись от ярлыка «зона режима КТО», Чечня вышла на новый уровень развития. О переменах, произошедших в регионе за последние 6 лет, в репортаже Алевтины Банадыковой. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Мир во всем мире – мечта моя. Пусть люди живут как одна семья. Пусть больше не будет войн и орудий. Пусть двери откроют в домах повсюду. Любовь и доверие – это по мне. Мир бесконечный всей земле. Детский взгляд на мир очень прост. Обязательные атрибуты – голуби, планеты и ладошки. Поколение 21 века дни отмены КТО сегодня слышит из уст взрослых. Ведь самим пока не вдомек, что 16 апреля 2009 года – это своеобразный рубеж, что было до и после. Четвероклашки 12-й гимназии рассуждают просто. Мир – это не война. И пусть песням не один десяток лет, но то, что актуально спустя годы и поется, как говорится, от души и от сердца. Злата Хасбулатова и Камила Яхьяева вдвоем рисуют плакаты. Здесь оценку учитель не ставит, ведь она известна заранее. 5 за трудолюбие, усидчивость. Еще за творчество и яркие краски. Зеленый, желтый, красный и голубые цвета. Это и есть тот самый мир. И пусть получается совсем по-детски, зато искренне. Я рисую плакат, где герб Чечни и День мира у нас. Когда мы рисуем землю, мы используем разные цвета. Но основные цвета 4 цвета. Зеленый, желтый, коричневый и синий. Сейчас я рисую флаги России и флаг Чеченской Республики. 16 апреля 2009 года Национальный антитеррористический комитет по поручению Дмитрия Медведева ровно в полночь вмиг остановил десятилетнюю эпоху, носившую название режима контртеррористической операции. Уже тогда республиканские власти доказали, они своими силами успешно борются с остатками бандформирований. И здесь дополнительные силы уже не нужны. Жизнь там входит в нормальное русло, строятся современные объекты, решаются социальные задачи. Я полагаю, что есть необходимость рассмотреть вопрос о правовом режиме контртеррористической операции, которая действует на территории Чеченской Республики, на заседании Национального антитеррористического комитета, который вы возглавляете по должности. Значит, и принять необходимые решения. Я убежден в том, что снятие общего режима КТО в Чеченской Республике будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки, привлечению в том числе инвестиций, создаст возможность более эффективной внешнеэкономической деятельности. И этот режим правовой будет способствовать решению тех проблем социальных и экономических, о которых мы постоянно говорим. Хорошо, тогда по моему поручению рассмотрите этот вопрос на Национальном антитеррористическом комитете. Внесите в соответствии с действующим законом предложение в правительство для того, чтобы окончательно определить судьбу этого правового режима. Отмена КТО – это не только установление мира, но и снятие своеобразной блокады, когда в республику со стороны вкладывать свои средства боялись. Это сегодня Чечня – огромная площадка с возводимыми социальными объектами, где приоритет власти отдают простым людям. Например, в Урус-Мартане сегодня на различной стадии реализации 16 инвестиционных проектов на сумму более 5 миллиардов рублей. Это прежде всего инвесторы поверили, что в Чеченскую Республику можно вкладывать денежные средства. И в каждом выступлении мы это отмечаем, что если, например, инвестор не уверен, что его денежные средства, которые он вложит, что он обратно их может получить, он однозначно их не вложит.
При этом власти на местном уровне дают все необходимые гарантии инвесторам, да еще и помогают преодолеть бюрократические препоны, ведь проект – это дополнительные рабочие места, например, в строительстве комплекса. Доступное жилье уже задействовано 100 жителей района. Строительство 6 девятиэтажных жилых домов, это целый микрорайон, там, значит, предполагается и создание определенной инфраструктуры социальной для этого микрорайона. Там будет две площадки игровые, детские спортивные площадки. Там будет детсад на 80 мест и школа на 320 мест. На себе отмену КТО сначала ощутил Грозненский аэропорт. Росавиация придала ему статус международного рейса по стране и за границу. Самое современное техническое оснащение. И вот окно в новый мир уже открывают представители всех континентов. Режим КТО также закрыл практически шелковый путь в страны Европы. Однако с изменением правового статуса вопрос растаможивания товаров был решен. البل دكتور آخر دام ورسيب جوتشي خلتي وق عقلتي سوني غالغي كبر دينش خلتي يوق ناقش عاوق قدانة أتبتشات كشوشة تشانسكي دان تريتور دعا كونترستيش أبلاسي برودي ديش دانا أو شو برودي ديش باش ترى جو ضعيف ذات وين دار بول عكس دانا وإيربورت دانا ويصدق عدوش ويس حيز عدوش ويدوتشي دان يتوك رسيسكي دان زيوش دان ميروي دان زيوش باش فرس بنش باش ويدار خزر دار دي عبيرتكي ويدار أكتر باش مسيري الله أكبر. Жизнь входит в обычное русло. Это не сколько штамп, сколько правдивая констатация факта. Развитие социального сектора, создание рабочих мест, правовой статус региона. Десятилетняя эпоха окончательно ушла в прошлое со своими невзгодами и неурядицами. Дата, ставшая доказательством успешной политики первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, сегодня отмечается по всей республике. И пусть история, написанная жителями и главой, состояла из абсолютно разных моментов. Сегодня Чеченская республика доказала, лишь вместе можно победить любое зло. Время излечило многие раны и стерло непростые моменты, без которых история была бы просто невозможна. Мир каждому из нас достался дорогой ценой. Алевтина Бнадыкова и Джамбаил Хаджалиев. Новости. Президент России в 13-й раз пообщался с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций. Большая часть президентского интерактива была посвящена экономическим вопросам. Затрагивались также проблемы сложности ЕГЭ, дефицита лекарств и снижения заработных плат. За 4 часа прямого эфира глава государства ответил на 74 вопроса. Подробнее о некоторых из них в следующем материале. Меткими высказываниями и предельно ясной позицией по основным вопросам – это то, чем запомнилась 13-я прямая линия Владимира Путина. Она длилась около 4 часов. За это время президенту, кажется, удалось успокоить граждан своей страны. По основным показателям, несмотря на санкции и кризис, наблюдается рост. За все годы рекордный показатель добычи нефти – 525 миллионов тонн и урожай зерновых – 105 миллионов тонн. И еще один немаловажный показатель – введенный в строй 81 миллион квадратных метров жилья. Это результат работы не только властей, но и народа. Ведь если прислушиваться к нему и действовать от чистого сердца, ситуации 90-х можно избежать. Наша задача президента, правительства, Центрального банка, руководителей региона в том, чтобы пройти этот период с наименьшими потерями. Можно это сделать или нет? Да, можно. И дело не в том, чтобы терпеть. Дело в том, чтобы использовать это себе на пользу. И мы можем это сделать. Мы прошли пик проблем и с выплаты внешних кредитов нашими банковскими и другими предприятиями из реального сектора. Значит, мы провели корректировку курса национальной валюты, и ничего не лопнуло, и все работает. Однако граждане недоумевали, ведь вопросы о заработной плате были на 3-м месте по актуальности. Путин этому нашел объяснение. Заработная плата выросла, а вот уровень реальных доходов сократился аж на 11%. И здесь бывший министр финансов Сергей Кудрин озвучил президенту меры по выходу из данной ситуации. Дело в том, что одной из структурных реформ действительно является реформа социальной сферы. Но не совсем точно сказать, что и я, или мои коллеги предлагают сократить доходы или остановить рост заработной платы. Одной из идей является адресная социальная помощь. То есть в нынешней ситуации кому-то нужно платить больше не в рамках какого-то среднего коэффициента повышения зарплат или роста пособий, а кому-то действительно в этот момент можно проиндексировать меньше. Вот разный подход в зависимости от дохода в семье, он более эффективным является, как в среднем даже до кризиса или
в межкризисный период и в момент кризиса тем более. Важнейшая задача – сохранить рабочие места. Я уже сказал, что определенные ресурсы, это на 82 с лишним миллиарда рублей, предусмотрены для сохранения рабочих мест, и если это потребуется, то эти деньги будут использоваться. Так же, как и надеюсь на то, что вот эта тенденция по снижению уровня инфляции, во всяком случае темпов ее роста, она сохранится, в том числе и в связи с укреплением национальной валюты. Чем сегодня обеспокоен президент, так это создание благоприятных условий для предпринимателей. Это и налоговые каникулы, и фондирование ЦБ коммерческих банков. Также Путин озвучил и хорошую новость для заемщиков рублевой ипотеки. Правительство поможет тем, кто не в состоянии выплачивать кредит. На это выделено почти 5 миллиардов рублей. Спрашивали президента и об Украине. Почему даем в долг и снижаем цены на поставки газа? Ведь украинские власти делают все, чтобы не решать проблемы Донбасса. По словам Путина, власти сами отрезают от себя Донбасс. И здесь вопрос можно решить только мирным путем в рамках Минских соглашений, ответил Путин и на вопрос с присутствия российских войск. Их на территории Украины нет. Сегодня мы наблюдаем полную блокаду Донбасса. Это касается финансовой сферы, отключена банковская система. Это касается выплаты социальных пособий и пенсий, ничего не платят. Мы много говорили, в том числе и с Петром Алексеевичем на этот счет. Там есть и люди, которые вообще здесь ни при чем, которые заработали, скажем, пенсию. В том числе работая 20 лет уже в независимой Украине. Они имеют право, они не имеют никакого отношения ни к боевым действиям, ни к борьбе вот этих вооруженных людей за свои права. Они-то здесь при чем? Почему вы им не платите? Вы обязаны это делать по закону. Вообще, внешнеполитические связи волновали обычных граждан. Отношения с Украиной и США и реакция на то, что некоторые руководители государств в открытую призывают не приезжать на парад 9 мая, здесь Путин ответил ясно. Как и четко дал понять, ИГИЛ – организация, появившаяся как результат политической игры некоторых держав. О соотечественниках, которые вступают в ряды ИГИЛа, государство знает по именам. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. И главное – уважение к России и ее интересам. ИГИЛ зародился и развивается на территории Ирака, а потом и частично Сирии. Так вот, обращаю ваше внимание на то, что в Ираке до известного времени был такой, мягко говоря, совсем уж не демократический режим, а можно сказать тиранический, но никакого терроризма там не было. После того, как с Саддамом Хусейном расправились, а он в свое время сотрудничал с Соединенными Штатами, и они его активно поддерживали в войне с Ираном. Кстати говоря, Иран уже лет, наверное, 30 ни с кем не воюет. После того, как часть населения, меньшая по численности, но входившая в элиты прежних времен, оказалась на обочине, они перетекли в экстремистские формирования. Создали ИГИЛ, в которое вошли значительное число бывших кадровых офицеров иракской армии. Почему они так эффективно воюют? Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. А если вот совсем серьезно, то врагов я уже назвал. Это международные террористы, организованная преступность и так далее. Мы никого врагами не считаем. Я имею в виду из участников международного общения. И не рекомендуем никому считать нас своими врагами. Во время прямой линии те, кто нуждался в помощи, решил свои вопросы. Например, к Путину обратилась маленькая Софья Бабич из Тольятти. Владимир Владимирович, здравствуйте. Софья Бабич, город Тольятти, мне 15 лет. Я инвалид детства, ДЦП. Я очень хочу хоть чуть-чуть ходить. Я стараюсь. И мне очень необходим тренажер. Он в комплексе, беговая дорожка, и в нем много всего. Мы не можем такой купить, он стоит где-то 20 тысяч. Реабилитации у нас в области тоже нет. Моя мама старается, делает мне операции, но нужны тренажеры. Помогите мне, я очень хочу ходить. Люблю вас, ваша Соня. Пока. Софьюшка, не беспокойся, это не тот вопрос, который требует особых усилий. Мы, безусловно, этот вопрос решим. Даже не беспокойся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. И я вижу, что по характеру ты такой человек, который будет бороться и добьется результата.
Узнав об этом, президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймань Енисеевна приняла решение оплатить расходы по приобретению тренажера. Как написал Рамзан Кадыров в Инстаграм, Аймань Енисеевна просит Софью не беспокоиться. В самое ближайшее время она получит подарок. По мнению Путина, прямая линия – это мощный социальный опрос, благодаря которому можно реально взглянуть на ситуацию в стране, а еще и донести до людей свою позицию. Ведь именно во благо народа и работает государство. Страна мечты Путина, процветающая Россия, счастливые граждане, которые уверены в завтрашнем дне. Зура Саламова, Алевтина Банадыкова, Дауд Куруев. Новости. Американский журнал «Тайм» объявил президента России Владимира Путина победителем в рейтинге 100 самых влиятельных людей мира, составленном на основе читательского голосования. Путин набрал почти 7% голосов. Это больше, чем любой другой политический или общественный лидер, представленный в списке «Тайм», рассказывает Динара Мурадова. В год избрания Владимира Путина президентом России в Чечне шла кровопролитная война. Международный терроризм не прекращал попытки развалить страну. Разгул преступности, нехватка продуктов питания, остро стояли и вопросы с обеспечением социальных гарантий. В этих сложных условиях, опираясь на мужество и патриотизм первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и его команду, глава государства разгромил террористов и восстановил мир и стабильность в Чечне. Совсем недавно мы смотрели на площадь Минутка, вся разбитая, раздолбанная. Я летал, помню, на вертолете над Грозным. Глаз некуда было положить. Ставился вопрос о том, что перенести столицу республики в другое место. Считали, восстановить невозможно. Сейчас это процветающий город. За 15 лет правления Владимир Путин вывел страну на совершенно новый уровень. В огромной стране дружно проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Именно мудрая политика президента России помогла принудить к миру Грузию, развязавшую кровавую войну против народа Южной Осетии, спасти от возможной агрессии Абхазию, добиться принятия России в ВТО. Без единого выстрела и капли крови Крым вернулся домой, в Россию. За период правления Путина многократно увеличены бюджет, золотовалютные запасы, внутренний валовый продукт, военные расходы, возросла средняя продолжительность жизни. Россия организовала и успешно провела зимнюю Олимпиаду. Тот период, когда к руководству страной в 1999 году приходит Путин, сначала как премьер, потом уже как президент. Россия имеет наименование, но как государственность она перестала существовать. Россия должна всем ведущим странам мира. Экономически она на коленях. Наследство Путин получает распадающееся по схеме СССР Российскую Федерацию. Он закончил войну на Северном Кавказе. Он помог Ахмату Хаджи Кадырову провести выборы. Сначала референдум, выборы в Чеченской Республике. Именно Путин помогал Ахмату Хаджи Кадырову, Рамзану Ахматовичу, укреплению мира на территории Чеченской Республики. Мы возродили республику. Здесь нет никаких зачисток. Это тоже заслуга Путина. Он выстроил вертикаль власти. Выстроив экономику, он рассчитался с долгами. Россия перестала просить у Запада копейки и отчитываться перед ним. А значит, вояжеры, которые учили Москву и Запада, перестали ездить. Волевой Путин заставил Запад считаться. Он нашел друзей, которые сегодня, видя стратегическую направленность на возрождение, на укрепление Российской Федерации, создание Евразийского союза. И единственная страна, которая смело говорит Америке и НАТО: хватит. В списке персон 2014 по версии американского журнала «Тайм» присутствовали известные политики, общественные деятели, деятели культуры, спорта и искусства, среди которых и президент США Барак Обама, занявший 11 место, набрав лишь 1,4% голосов. За российского президента проголосовало 6,9%, благодаря чему он вышел в лидеры и занял первое место. На второй строчке оказалась южнокорейская певица Ли Чжерин. На протяжении всего голосования глава региона на своей странице в Инстаграм не только призывал жителей республики, да и всего мира голосовать за Владимира Путина, но и поблагодарил всех участников голосования за активную поддержку. Дорогие друзья, голосование на страницах американского журнала «Тайм» сегодня утром завершилось. Президент России Владимир Путин стал человеком года. Я очень благодарен всем, кто принял участие в голосовании и поддержал его. Мы еще раз доказали, что нет в мире более авторитетного человека, чем Владимир Путин. Желаю всем мира и благополучия. Лидер политики, умный, развитый. Путин хороший лидер для своего народа, для России. Когда его слушают люди, они понимают, что этот человек действительно понимает
что нужно сделать для того, чтобы процветала своя страна, для того, чтобы мир был во всем мире. Я думаю, что он настоящий лидер для своего народа, который знает, в чем нуждается его народ. Мы рады, что Путин занял первое место, что он Чечню защищает, помогает нам, стабильность. И мы рады, что с Кадыровым он нам помогает. Наш президент самый лучший, и он достоин самого хорошего, самого лучшего. Здоровья ему и счастья, мы рады за него. Ежегодно американский журнал Time освещает рейтинг людей за прошедший год. При тираже около 3,5 миллионов экземпляров в 2007 году издание являлось самым популярным в Америке. Журнал состоит из нескольких десятков статей, в сжатой форме, резюмирующие наиболее важные темы недели в области внутренней и внешней политики, бизнеса, образования, медицины и искусства. Победу Владимира Путина сегодня отмечают по всей России. Журнал Time опубликовал окончательную версию читательского рейтинга сотни самых влиятельных людей мира. Президент России занял в нем первую строчку. Лидерство Владимира Путина уже сообщалось, но итоги подвели именно сегодня. Динара Мурадова, Адам Чекуев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Соблюдение законности в сфере ценообразования и тарифного регулирования стало главной темой на совместном заседании коллегии прокуратуры Республики и Управления Роспотребнадзора. Контролирующим органам необходимо усилить свою работу, считает прокурор. По его словам, именно их упущение препятствует своевременному выявлению и пресечению противоправных действий в ценообразовании. Так, с начала текущего года отмечено повышение цен на 24 наименования продуктов питания. В ходе прокурорских проверок в первом квартале вскрыто более 400 нарушений законов. Около 200 человек привлечено к ответственности. Также пресечены факты завышения цен на лекарственные препараты. Нарушения допущены и Чеченстатом при выдаче ценовой информации. По итогам сегодняшних обсуждений принято решение усилить контроль в этой сфере. Проведенный анализ показал, что Чеченская республика относится к числу регионов с благоприятной ценовой политикой. Во многом это обусловлено усилиями органов власти по созданию республики условий для развития предпринимательства. Вместе с тем, отдельные хозяйствующие субъекты все еще не оставляют попытки подзаработать на временных трудностях. При этом органы государственного контроля и надзора не всегда реагируют на это своевременно. В этой связи мы разработали механизм совместных действий, позволяющий своевременно пресекать факты ценового сговора на продовольственном фармацевтическом рынках, в особенности при реализации жизненно необходимых лекарственных средств. Строительно-восстановительная кампания в Долинском стартовала. Поселок переживает второе рождение. За короткие сроки здесь планируют провести капитальный ремонт всех сфер жизнедеятельности. Первые шаги масштабной перестройки в материале нашего корреспондента. Сырые стены, почерневшие обои, осыпающиеся шпаклевкой, даже постель и та влажная. В такой обстановке Лейла Битигаева живет уже 10 лет. Раз в квартал женщина делает в квартире косметический ремонт. Однако избавиться от сырости ей не удается. давление халюлу, но чахёлч сыростах, чего давление халюл. Шамел долгом тюнадук, дейл дадук, шамел долгом дуй, хиссандук хокчва. В таких же условиях в этих пятиэтажках живут практически 80% людей. Они неоднократно пытались отремонтировать многоэтажные дома, но все тщетно. Дел 89 года землетрясение, хилатсухайн дуин ремонт дул дел сюх исавет айдел духа яна юд эмштойлуен ишит ам лай куза хокрей он юққа юлдер хокрей он қинит сақоч тағни хақача дел гихетем спача орцох ла штағанар белх дадулина куза. Отголоски военного прошлого здесь на каждом шагу. Разрушенные дома дети превратили в место для игр. А как иначе, если ни игровой площадки, ни зоны отдыха здесь нет. Альтернатива – уличный футбол. Правда, даже импровизированный мяч постоянно приходится доставать из луж. Впрочем, терпеть неудобства осталось недолго. Масштабная уборка и строительно-восстановительные работы начались 2 дня назад, когда с инспекцией сюда приехал глава Чечни. Работы предстоит немало. Реконструкция многоэтажных домов, организация зон отдыха, замена инженерных сетей и ветхих коммуникаций. По министерствам и ведомствам, которые привлечены для этих работ, закреплены конкретные объекты, на которых они должны вести работы. Теперь, значит, ориентировочная продолжительность выполнения этих работ, установленная для
руководство штаба 3 месяца. Но мы настроены выполнить эти работы в более ранние сроки. Общая площадь строительных работ составляет около 30 тысяч квадратных метров. Реконструкция коснется местной школы и амбулатории. Также здесь появится детский сад и спортзал. Поселок Долинский планируется сдать уже через 3 месяца. Хамзат Аюбов, Мурад Эль-Букаев, Джамал Хаджалиев. Новости. В этом году мировая общественность отметит величайшую дату – 70-летие победы народов Советского Союза в самой крупной и тяжелой войне в истории человечества. В канун юбилея Горсовет совместно с международным проектом «Звезда Победы» проводит акцию в поддержку ветеранов. Подробнее о ней Луиза Хатуева. Появление на пороге гостей стало большой неожиданностью для Анны Богаткиной. Сержант бомбардировочного полка, прошедшая всю Великую Отечественную войну, даже растерялась от такого внимания. Женщина с героическим прошлым очень скромна в жизни. В 20 лет она ушла на фронт. Телеграфистку сразу направили в роту связи. В одном из боев была контужена. Однако после лечения сразу вернулась в строй. На передовой она потеряла свою лучшую подругу Екатерину Резенкову. Во время бомбардировки оборвались провода, связь была потеряна. Бесстрашная девушка, оставив боевую подругу, выбралась из окопа, нашла место обрыва проводов и соединила их. Затем вышла на связь с маршалом Рокоссовским. Он приказал девушкам уничтожить всю аппаратуру, а документы, секретной информации оставить при себе. Позже за девушками прислали машину, но место в ней было только одно. Богаткина уступила его подруге. Уже в дороге в Екатерину попал осколок. Она погибла. Анна Богаткина похоронила ее в Германии и там же встретила День Победы. 70-ю годовщину ветеран собирается встретить на параде в Москве, а пока в преддверии праздника получает поздравления и подарки от представителей Горсовета. Дай Бог вам еще долгих лет жизни. Самое главное – здоровье. Будьте счастливы. И мы со своей стороны постараемся всячески вам содействовать, каких-либо проблемах. В Грозном на сегодняшний день проживает всего 10 ветеранов Великой Отечественной войны. С самого утра представители городского совета депутатов и члены команды «Звезда Победы» разделились на 4 группы и навестили каждого из них. Участники тех страшных событий получили почетные грамоты и нагрудные знаки. Также ветеранам передали продукты питания и медицинские препараты. Самая главная цель сегодня показать и нашим участникам Великой Отечественной войны, что они не забыты, что мы и руководство города и республики всесторонне будем помогать и содействовать в решении социальных бытовых проблем наших ветеранов. В преддверии праздника депутаты Горсовета совместно с членами команды «Звезда Победы» планируют поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Чеченской Республики. Их главная цель – показать, что подвиг советских солдат не забыт. Луиза Хатуева, Муса Астемиров, Джамал Хаджалиев. Новости. Таким был этот день. Я желаю вам только хороших новостей. Адикюэлш.